Сделали черное дело и скрылись с места происшествия. Речь идет о незаконной вырубке леса. Злоумышленники после их обнаружения бросили технику и поспешили ретироваться. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте преступления 2 трактора без номерных знаков и еще один гусеничный. Кроме того, полицейские нашли бензопилу и переносную радиостанцию. На местах происшествий полиции изъята техника, которая использовалась для вывоза незаконно заготовленной древесины. Изъяты также различные пилы и другие инструменты, с помощью которых осуществлялась незаконная рубка лесных насаждений. По данным фактам в настоящее время продолжается расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие процессуальные решения. Наиболее часто такие правонарушения и преступления совершаются в наиболее лесистом районе республики, это Сунжинский район. Но имеются также по одному-два факта и в некоторых других районах республики, в Назрановском, Жайрахском. В Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия подтвердили, в лесном массиве селения Мужичи обнаружены срубленные 8 стволов древесной породы бук, каждый из которых 11 метров длиной. Ущерб зеленому миру нанесен колоссальный. В ведомстве рассказали о мерах противодействия деятельности черных лесорубов. Лесными инспекторами проводится патрулирование в соответствии с 955-м постановлением правительства Российской Федерации, в котором определены нормативы и порядок проведения патрулирования, соответствующие маршруты и графики патрулирования. А противодействие у нас вот на данный момент там используются квадрокоптеры, которые вот показывают. Ну, сейчас вот в связи с распусканием там листвы уже это применение квадрокоптера уже нецелесообразно. Полиция Ингушетии на постоянной основе проводит комплекс мероприятий, направленных на пресечение преступлений в лесной отрасли. Они совместно с сотрудниками Минприроды осуществляют рейды на территории региона. За первые 7 месяцев 2023 года сотрудниками МВД по Республике Ингушетия и подчиненных территориальных органов МВД России на районном уровне в ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений в сфере незаконной заготовки, переработки и реализации древесины на территории Республики Ингушетия, выявлено 12 преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений. Предварительное расследование по 6 уголовным делам из 12 возбужденных по данным преступлениям уже окончено. Эти дела направлены в суд по подсудности. 7 уголовных дел по данным фактам возбуждено по части 1 статьи 260 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную вырубку лесных насаждений, равно повреждений до степени прекращения роста. Наиболее строгое наказание — лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев, Новости 24.